С марта 1965 по июнь 1980 года в Башкортостане было проведено 7 ядерных подземных взрывов, многие из которых остаются засекреченными. 5 взрывов были направлены на увеличение добычи нефти, 2 – для захоронения токсичных отходов. Взрывы проводились в густонаселенных районах, таких как Стерлитамак, Ишимбай и Салават. Например, в марте 1965 года произошли Бутан-1 и Бутан-2, что вызвало международный скандал, когда сейсмографы на Аляске зафиксировали подземные толчки. Белые моря под Стерлитамаком, искусственные котлованы, куда сливают соленую воду с содового завода, занимают более 460 гектаров. В 1990 году в Уфе произошла фенольная катастрофа, когда утечка фенола загрязнила реку Шугуровку, вызвав массовое отравление горожан. Химические заводы Башкортостана, такие как в Салавате, Стерлитамаке и Уфе, являются крупными источниками загрязнения воздуха. Эти города входят в число самых загрязненных в России. Сибайский карьер, один из самых глубоких в мире, стал источником загрязнения воздуха из-за горения рудников и выделения сероводорода. Жители Сибая протестуют против этого. В Башкортостане продолжается незаконная добыча природных ресурсов, что вызывает протесты, как в Ишмурзино, где активист Фаиль Алсынов был осужден за защиту природы. Шиханы Башкортостана, имеющие геологическое и сакральное значение, подвергаются угрозе уничтожения из-за содовых заводов. В 2020 году защитники Куштау победили, несмотря на столкновения с силовиками. С 15 по 17 января 2024 года в Баймаке прошли протесты в поддержку Алсынова, что привело к насилию и гибели людей.